Привет, мои дорогие друзья, на нашем канале Политгараж. Сегодня небольшое путешествие в парк Живые Алмазы. Съездим, посмотрим, как там поживают наши подопечные, немножечко их подкормим. Заодно снимем для вас фильм, потом покажем. Сегодня немножко прохладно, но все равно теплее чуть-чуть, немножко ветер, 27 градусов, поэтому едем, смотрим. И посмотрим, что там изменилось. Это я уже года два не был там. Интересненько. Ой. Дорога нифига не чищена. Ну раз накатано, значит есть там живность. Нифига себе дорога здесь какая интересная. Зимник-то был пошире. Обалдеть. Да, как красиво. Посмотрим, как на лыжку запустили. Вчера с Забрудиным разговаривал, он говорит, как только отпустит, должны запустить уже у них и это есть инструктора, которые обучают катанию. Давай. Сказали, что где-то, по-моему, 300 рублей с человека, что ли, стоит инструктор. Частная? Нет. Ну да, в час, конечно, в час. Покататься с инструктором в Европе, бывает так частенько. Как называется? Скажи. В Европе где катаются все наши богатеи? Там уже бывает. Может быть, да, где-то там бывает. Короче, 1200, что ли, или 1500 стоит час инструктора. Вернись медленно, давай, здесь вообще очень опасно. Да нифига тут не опасно. Уже все спустились на скорке. Пыльная дорожка здесь. Сейчас вот на мост. В прошлом году мост только открылся горнолыжный сезон. И этот мост нафиг залило это. Паводок. Вот этот мостик. И пришлось им эту дорогу прокладывать по другому маршруту. Короче, его через верх вода пошла и залила напрочь его. Все, вот уже почти приехали. Вон просеки линии электропередач проложены прямо через горы. Алмазная долина. Открой новые горизонты. Сейчас откроем. Вот уже приехали. Дорогу не проложили, нифига. Смотри, это вода. Видишь? Вот трещина. Ёлки-палки, блин. А куда ехать тогда? Мы на лед заехали практически. Все, обратно. А там мы не проедем. Сейчас посмотрим, куда там дорога ведет. У нас же все-таки полноприводный автомобиль. Ну что? Вот, смотри, видишь, дорога сюда идет.
А, вот они опять в кругаля дорогу сделали. Все. Ну, короче, в этом году опять история повторяется. Пошли наледи. Сейчас буду с ним чуть. Ой, можешь выйти тоже прогуляться. Вот она, наша алмазная долина, горнолыжная база. Видите, лед, вот лед вышел на поверхность. Вот торос сплошняком. Вот они. Осторожно, злая собака. Ну ладно, мы туда и не пойдем. Нафига нам злая собака. Вот он спуск, видите, вот от вышки. И вот здесь вот работает подъемник. В данный момент он сейчас не работает. Территория охраняется. Вот там гостинка это. Вот там спуск для начинающих. Это второй спуск для начинающих. А вот самый главный большой спуск вот здесь. Вот от этой вышки и вниз. А здесь обычно стоянка находится. Но, к сожалению, в этом году, я так понимаю, что-то пошло не так. Смотрите. Это лед. Пошла наледь, верховая вода. Вот она трещина, видите. Как и в прошлом году, история повторяется. Ну все, поехали живые алмазы смотреть. Осторожно, злая собака. Да. Не пойдем к злой собаке. Боимся. Поехали. Так и может сорваться, блин, катальный сезон горнолыжный. Ёлки-палки. Мы так хотели только научиться на доске кататься. Эх, беда. Все, поехали назад. Обыдно. Да, такое место хорошее. Видишь, оно в низине. Понятно, что все ручьи, все сюда. Все как это получается, что это река Чуаналыр. Вот она себе нашла какое-то новое русло. И вот она сюда, вот от моста, вот сюда вот она идет. Видимо, там она стала уходить, это озеро. И, соответственно, она стала заполнять эту низину. С чего это все началось, вообще непонятно. То ли с того момента, когда они полностью, помнишь, кинули трубу от Чуаналыра и до города Мирного, чтобы заполнить наше водохранилище пресной водой. Не хватало воды. Они полностью выкачали Чуаналыр туда, в нашу Вырелях. Как бы от нашего водохранилища заполнили. Да, А потом оно начало само собой заполняться, и, видимо, что-то где-то нарушилось, я так думаю, и, скорее всего, произошло вот это вот вперед. Здесь постоянно заливает. природные изменения. Ну да, оно просто так не проходится. Просто так. Когда человек вмешивается.
алмазы Якутии. Не очень хорошо видно, конечно. Ты уже снимал же. Ну что я снимал? Я, главное это. Ты же сам Что ты шепчешь-то? Кого-то боимся? Ага. Ну что, я знаю, что я снимал. Ну, блин. Между прочим, мой предыдущий ролик имел очень неплохую популярность. Я его даже однажды продублировал. И тоже опять набрал довольно такое большое количество просмотров. Я всем говорю. Дорога чистенькая, почищена, хорошо. Правда, здесь еще же есть какие-то исследователи, эти РНГ. Они тут занимаются поисками газа. По-моему, даже уже нашли какое-то месторождение здесь. И там есть такой шлагбаум. Сейчас мы будем его проезжать. Это шлагбаум, та дорога идет на месторождение. Они настаивали на том, чтобы, РНГшники, чтобы парк перенести куда-нибудь поближе или к Чанналыру туда, или еще куда-то. Ну, вроде как отвоевали, люди сказали, что его не надо трогать, пусть будет как есть. Ну вот, мы проехали ни много ни мало, где-то порядка 5 километров, наверное, и въезжаем на территорию парка «Живые алмазы Якутии». Куча всяких разных правил там написано. Шлагбаум. И все едем. Уже мы едем по территории парка. Единственное, что, конечно, он не сразу тут начинается, но еще метров, наверное, 500, наверное. Там только будет парковка автомобильная. Дорога почищенная, вообще шикарно. Мы прибыли в парк. И пошли. Нам сейчас нужно приобрести билеты. Мы пойдем гулять. Надо первым делом накормить этого лося. Вот, Это олень. Олень. Какая красавица. А он капусту ест, интересно? Нет, он ее Или морковку? отдает другим зверям. На, дружище, на. Вот, красавчик. Ты маленький. Вкусненько, да? Вкусненько, красавец. Мишка. Вкусняшка. Да? Вкусняшка? Ну все, пойдем дальше. Родочки у тебя красивые. Жалко нам. Ну тут звери не только вот в загонах. Видите, вот кролик сидит. Кролик. Дашь капустки? Ну, покорми кролика. Ну, иди сюда, куда? Иди сюда, кроличек. На.
На, маленький. Опти. Чё? Куда убежал? Кролик, держи. Ну, надо ему... С ручки? Да. Ну, пойдем дальше. Ну да, здесь еще кролики. Один. Серенький. Пошли. Пойдем лося кормить. Но потом вернемся сюда еще. А вон там куча, целая куча кроликов этих. Вон они бегают, вон. Ай, кролики. Кролик. Ну иди сюда, иди. Какие-то они не голодные, видишь? Веники у них какие березовые, видишь? Ну иди еще, иди. Это зараза. Под дом спрятал. Вот хитрая душка. Сбежал. Кормишь, прикармливаешь. Ага. Так, посмотрим. Вон наш лось, вон он. Он уже подрос. Тогда-то был прям совсем маленьким таким подросточком. А сейчас, о, нифига, какой он здоровый-то стал. Красавец. Ну что, красавчики. Капустка у меня кончилась. Что, дружище, что ты такие звуки? Красавчик. Сейчас дадим тебе морковку, дадим. Ну неси морковку-то. Как дела твои, дружище? Нифига, какой ты большой-то стал. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо кормят тебя здесь, да? Смотри, сколько у тебя сена здесь свеженького. Разговорился. Какой-то разговорчивый стал, а? Да прям. Это он так разговаривает. Ага. Увидел, или он это просит? Конечно, ты че? Морковку увидел, соскочил.
Морковка для него, наверное, это самое лучшее лакомство. Ты чё? Какая шерсть у него, ух! Ну, дружище, это у меня камера, ну что ты, я же тебе ее не дам съесть. Ох, здоровый, ох. Красавчик. Там дать еще? Не знаю даже. Ну, давай еще одну морковку дадим ему. А здесь у нас хранятся, содержатся, значит, гуси, утки. И должны быть еще эти, хотел сказать, пеликаны. Нет. Павлины. Вот здесь должны быть павлины содержаться. Это и летний павильон, а это зимний. Недавно в Инстаграме по телевизору показывали, как они там содержатся. Все у них там хорошо, тепло, и кормят их, салаты им делают из ресторана. Ну, ладно, ну что ты, друзья. Ну давай, проси. Иди сюда. Ты тоже дай. На капустку. О, На, дай ему. держи. Красавчик, красавчик. От кругаля нарезал и опять. Ты хитрая морда. Не надо ваши классы. Давайте не будем. Не выпрыгнуть так. Поиграться бы только бы ему. Шустро это наяривает. Пойдем посмотрим, там вот еще зверьки есть какие-то. А, ну может ему надо, ты вижу, и соломки подать. Держи. А? Нифига, да? Ну, свежие соломки съешь. Травки свежие. Не, нифига. Скажи, у меня ее там достаточно, да? Что за звери такие невиданные? Порода какая-то особенная, у них голубые глаза, вот обратите внимание. Глазки голубенькие и у щенков, и у мамы. Это, наверное, хаски. Наверное. Ну, сосиски мы с собой не брали, надеюсь, их тут хорошо кормят. А здесь раньше были какие-то другие звери. Рысь? Еще кто-то, да? Как? Чуть-чуть немножко видно, но очень-очень плохо. Там павлины. Вон 3 штучки. Это, наверное, не все еще, их должно быть много.
Целая гвардия кроликов вылезла вон. Ой, все, прятаться начали. Только самые смелые вон попрошайки. Ну давай, самому смелому подарок. На. Баюны. Да, вот это мощь. Вот это рожки. Ай-яй-яй. Поиграться тоже хочешь, да? Обалдеть. Ага. Ну-ну. Только руки холодные. Привет, зверюга. О, какие у тебя рога красивые. Помню тебя с прошлого раза еще. Все такой же, весь какой-то в этих штуковинах каких-то облипший. Да, дружок? О, какие рога у тебя. Дашь ему какую-нибудь штуковину? Морковку там или капустку? А, замерзли ручки, да? Давай я возьму. О. О, давай. Опа! Какой ты молодец-то, оказывается. Знаешь, как нужно взять, да? Ну, давай, еще давай. Что, не нравится капуста? Ах ты, зараза такая. Ну. Опа. Ну, какие вы длинношеи, а? Хитренькие какие. Красавчики. Ты опять здесь? Все, ты уже ел. Ах ты, зараза. Ах ты хитренький какой. Давай. А, вот ты, блин. Не хочешь, как хочешь. Так, а вы у меня уже... Вы уже были? Хитренькие какие. У меня на всех не хватит. О! Вот он. Ух ты, блядь. Ага, молодец. Красавец. Ну? Какие рога шикарные у тебя. Коровушка, на, держи. О, это молодец какая-то. Хорошенькая. Ну, на, еще. Опа. Понравилось? Капусточка, да? Капусточка. Да, сейчас еще капусточка. Ну, сеном-то тебя не удивишь, наверное, да? Красава. Ну да, еще. Ну. Вот, умничка.
Все, идем дальше. Вроде говорят, сегодня 27 градусов на улице. Я вам скажу, наверное, 35. Очень холодно на самом деле. Сейчас тут немножко осталось, буквально вот еще один бычок или коровка. Два. Они раньше были отдельно. Один был вот там, один здесь. А теперь их соединили почему-то. О, красавчики мои. Ну, давайте, я вас накормлю. Ну, капустка. На, капустку, на капустку. А тебе что, капустка не нравится? Ну, открывай ротик. Нет? На, давай, держи. Вот так вот. Странный какой-то ты. На, вот тебе еще. Ну, тихо, господи. И еще один алмаз. Может, ты все-таки скушаешь, не? Ну, нет? Не нравится что-то ему. Сейчас пойдем. Ну, держи. Не отбирай, взял, отобрал. Беги сюда, иди. Иди еще, на, держи. Кроля, держи. Иди сюда. Кролики, попрошайки. Они, видимо, тут размножаются, как кролики. Их тут дофигище. Сейчас пойдем еще оленя покормим, который самый первый был. И все на этом на сегодня достаточно. А то, честно вам скажу, холодно. Друзья мои, холодно сегодня. Ай-яй-яй, как холодно. А здесь в лесу, наверное, 30-очка-то точно есть. Вот такое сегодня у нас было путешествие в лес. Мы немножко попутешествовали, покормили зверьков в лесу. Вот сейчас еще одного зверька накормим. Ну, Олешек. Ай, красавчик ты мой, красавчик. Держи морковку. О, хрустящая, да? Какая вкусная. Ай-яй-яй. Ой, красавчик. Что, ты уже все скормила морковки свои? А самая большая морковка осталась, я вам ему скормил. Так. А вот еще немножко капусты. Последняя капустка осталась. Все. Все достанется этому Олежку. Ну вот и все. Вот еще кто-то капусточку замороженную. Замороженную. Ну кто-то уронил, не донес. Вот и все. На сегодня наше путешествие закончилось. Друзья мои, не забываем подписаться на наш канал и обязательно оставить комментарий.
А мы поехали дальше. Нас ждет обратная дорога. Вперед.